рекомендаций и закупок. Также в ходе обсуждения будут рассмотрены вопросы по специализации имущества ФАС России, которая утверждена приказом ФАС России, это статья 15 Федерального закона о защите конкуренции, в котором запрещается ограничение конкуренции органов власти и органов местного управления, разъяснение Президиума ФАС России по определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства в отношении хозяйственных субъектов, в которых нарушена статья 10 и другие статьи антимонопольного законодательства, внедрение института предупреждения антимонопольного законодательства, антимонопольный compliance, так называемый. До начала доклада хотели бы, чтобы все посмотрели ролик касательно социальной рекламы, касательно конкуренции. В случае, если не будет конкуренции, как мы будем, как будет существовать наша жизнь и как мы будем там, какая будет обстановка и Представьте себе мир, в котором нет места выбору. В этом мире не выбирают профессию. Не выбирают книжки, которые читают. Не выбирают дома, в которых живут. Вы думаете, такого не бывает? Так выглядел бы мир без конкуренции. Конкуренция дает вам возможность выбора. Представьте себе мир. Конкуренция – это выбор, и если у нас не будет выбора, и если будет конкуренция, хозяйственные субъекты между собой развиваться не будут, и развитие конкуренции – это развитие технологий, потому что это так называемая борьба между хоссубъектами. Мы считаем, что чем больше мы предотвратим нарушения, тем эффективнее будет наше антимонопольное законодательство. Такая цель стоит перед службой в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. В настоящее время конкурентным правом стоят защита задачи по решению таких вопросов, как совершенствование антимонопольного законодательства в условиях цифровой экономики, изменение контрольно-надзорных функций, реформирование, естественно, монополии и системы тарифного регулирования. Хотел бы уточнить, вот у нас цифровая экономика – это вопросы, связанные с развитием цифровых технологий. Дело Google, наверное, все слушали. Это ФАС России по заявлению Яндекс было возбуждено дело в отношении Google. Данное дело рассмотрено 1 июня 2015 года. И решение принято 14 сентября 2015 года. ФАС признал нарушение Google и злоупотребление своим имеющим положением на рынке предустановленных магазинов приложения для Android. В чем суть? Согласно решению ФАС России, Google не должен запрещать предустанавливать приложения конкурентам, производителям, которые хотят установить Google Play, не должен представлять этот магазин только в едином пакете с приложением GSM и не может настаивать на установлении Google поиском по умолчанию и на главном экране мобильного устройства в случае представления Google Play. Яндекс пожаловался, что Google ограничивает установление данного приложения, и ФАС посчитал, что это нарушение. Был наложен штраф 437 миллионов, Google согласился с данным штрафом. В настоящее время штраф у нас уплачен. Это
касается цифровой экономики, которая сейчас уже у нас актуальна, и ФАС уже рассматривает дела даже в области цифровой экономики. И реформирование, естественно, монополии. Естественно, монополия — это у нас организации, у которых на балансе находятся сети. То есть сети газораспределения, водоотведения, водоснабжения и газоснабжения. В нашей республике такие организации существуют. Это МРСК, Газпром газораспределение Назрань и водоканалы, которые у нас имеют на балансе сети водоснабжения, водоотведения. И ФАС России выступает за то, чтобы упразднить данный закон, и, естественно, монополию, и признать данной организации как доминирующей. Для антимонопольного ведомства реформа контрольно-надзорной деятельности началась еще в 2016 году, когда вступил в силу четвертый антимонопольный пакет. Стоит отметить, что этим законом был расширен институт предупреждения и предостережения. Благодаря этому 2 раза сократилось количество антимонопольных дел, но изменилась их структура. Развитие цифровых технологий привели к тому, что некоторые компании начали злоупотреблять своим положением на товарном рынке. Это, как я ранее уточнял, это действия такие, как совершал Google. Затрагивая сферу тарифного регулирования, хотелось бы выделить несколько блоков проблем, которые требуют незамедлительного решения. Во-первых, отсутствие системности и единства нормативных актов, посвященных вопросам тарифного регулирования. Раньше были очень много актов, которые регулировали тарифное регулирование. Кстати, даже как-то тавтология, но у нас получается и не было единообразия в этих нормативных актах. Сейчас ФАС России направил проект закона по тарифному регулированию, и организация, которая устанавливает тарифы, будут руководствоваться при направлении заявки ФАС России для установления тарифа. Также ФАС будет рассматривать заявки в соответствии с законодательством. Хотел бы озвучить практику Индусского ФАС России. Я думаю, это будет наиболее интересно присутствующим, потому что у нас присутствуют и заказчики, и органы местного самоуправления. В ходе осуществления государственного контроля в сфере антимонопольного законодательства, это федеральный закон о защите конкуренции, управлением возбуждено в этом квартале 4 дела о нарушении федерального закона о защите конкуренции. Так, по статье 16, это сговор между госсубъектами и органом власти, возбуждено 3 дела в отношении органов власти и хозяйственных субъектов. По результатам рассмотрения ответчики были признаны нарушенным антимонопольным законодательством в части заключения антиконкурентного соглашения при использовании бюджетных средств. Вкратце расскажу суть дела. В ходе проведения антимонопольного расследования законно заключенных контрактов Министерством трудом и другими госсубъектами антимонопольным органам было установлено, что контракты, заключенные до проведения торгов, и контракты, заключенные позже, работы, исполненные до проведения процедуры определения поставщиков. Антимонопольный орган выявил данные признаки, и изучение также поступили, по данному вопросу поступили прокурорские материалы прокурорской проверки. Из объяснения Министерства труда были представлены заявки и графики. Это у нас был рынок отдыха детей. Получается, до проведения торгов Минтруда осуществил действия по отдыху детей и заключил контракты позже, чем были представлены акты выполненных работ. Такие нарушения, такие действия были признаны нарушением статьи 16 в части сговора между госсубъектами и органом власти. В четвертом квартале также возбуждено одно дело по статье 11 сговора между госсубъектами. Это у нас интересные моменты для заказчиков. В чем суть дела? 3 участника, после того, как мы рассмотрели дело, установили, что 3 участника с одного IP-адреса подавали заявки. При этом контракты заключали также с одного IP-адреса. Заключались разными участниками, но заключались с одного IP-адреса. И
заявки у площадок и посмотрели свойства данных заявок, создан был одним автором. Там можно посмотреть, и там написано автор, там админ один. И мы посмотрели, и дата создания тоже одинаковая. И исходя из этого, антимонопольный орган пришел к тому, что в действиях трех субъектов имеется нарушение, и на рассмотрение сам представитель данного субъекта не отрицал, что он подавался к одному IP-адреса, и он это объяснял тем, что хотел как-то соблюсти конкуренцию. Ну, если одного участника отклонить, то он якобы хотел играть другим. В настоящий момент антимонопольным органом решается вопрос возбуждения дела в отношении данных участников, и они будут привлечены к административной ответственности. Также у нас в четвертом квартале выдано 3 предостережения. Это было у нас недавно. Наверное, все в курсе, что сейчас вопрос уплаты коммунальных платежей у нас стоит очень остро, создан МРБ по декриминализации долга. И у нас должностное лицо администрации муниципального образования на своей странице в Фейсбуке разместил извещение, сообщение такого рода, и написал, что уважаемые жители, в городе будет отключена подача воды, а завтра электроэнергии. Это связано с тем, что подавляющее большинство жителей не платит за газ, и свет и воду. Мы в соответствии с антимонопольным законодательством всем энергоснабжающим организациям и данному должностному лицу направили предостережение. И я думаю, это стало причиной вроде как таковых жалоб об отключении именно в этом муниципальном округе к нам поступало. Реклама. Тоже интересный вопрос для органов местного управления. У нас тоже возбуждены дела в отношении органов местного управления за то, что не разрешается схема по схеме размещения рекламных конструкций. В соответствии с законодательством администрация должна разработать схему и указать, где у них будет стоять рекламные конструкции. В случае, если они не заняты, они должны проводить торги по выдаче разрешения именно по размещению рекламных конструкций. Некоторые администрации исполнили наше предупреждение, некоторые до сих пор не хотят исполнять. В соответствии с законом 381 о торговой деятельности администрации должны разместить данные схемы на своих сайтах, но почему-то по незнанию или просто из-за того, что давно вот эти конструкции уже стоят, наверное, администрация как-то, некоторые администрации не идут нам навстречу. Чтобы разбавить наш разговор, пару роликов про рекламу, чтобы поставили, чтобы видели, как можно нарушить рекламу, и это фасовские ролики, которые мы также размещаем. Суть данной рекламы – это добросовестная конкуренция. Получается, один производитель производит товар, а другой пользуется именно вот этой маркой. И если добросовестная конкуренция, если добросовестный производитель пользуется запатентованным знаком, получается, другой
хозяйственный субъект, который запатентовал и понес какие-то расходы, несет ущерб и убытки. У нас в этом году в отношении одного индивидуального предпринимателя было возбуждено дело именно за незаконное использование марки. Это, наверное, все слышали, это азбука вкуса. Есть такая марка, которая зарегистрирована официально. У нас магазин использовал тот, что перекопировал этот знак и использовал при продаже кондитерских изделий именно вот этот знак. Мы выдали предписание, в настоящий момент предписание исполнено, и нам направили, что они поменяли наименование и внесли изменения. Тоже актуальный вопрос и законодательство для заказчиков и органов власти, органов местного управления. Это федеральный закон 44 о контрактной системе, в соответствии с которым расходуются и заключаются договора и контракты по бюджету, который является государством. В ходе осуществления государственного контроля за соблюдением закона о контрактной системе и высшего фаз России за отчетный период поступило 53 жалобы на действия уполномоченного органа заказчиков при осуществлении закупок. По результатам рассмотрения 13 жалоб были признаны обоснованными, 18 жалоб частично обоснованными, 16 необоснованными. Отозвано заявителям 4 жалобы, 2 жалобы перенаправлены по потребности, выдано 67 предписаний на устранение нарушений. В общем, и в этом покупателе выдано 29 предписаний. Вот наиболее часто встречающее нарушение – это нарушение описания объекта закупки. При описании заказчик пытается усложнить техзадание, чтобы участнику было сложнее подготовить свою заявку и подать. Для чего это делается, наверное, заказчики сами знают, но получается за это большой штраф. В основном заказчик готовит такие техзадания с нарушением. Это наиболее часто встречающее нарушение у нас. Вот, например, какие нарушения допускаются? В ГОСТе сказано от 10 до 20. Это параметры максимальные, минимальные. Заказчик при составлении техзадания пишет от 9 до 21. Но если потом в инструкции, там есть инструкция, что диапазон там, как-то расписывать интересно. И потом, когда участник подает заявку, если он пишет от 9 до 21, отклоняется то, что не соответствует ГОСТу. Но сам заказчик сначала нарушает ГОСТ, потом говорит, что не соответствует ГОСТу. Такие нарушения есть, и при поступлении жалоб мы рассматриваем. И там штраф, конечно, большой за нарушение описания объекта закупки, 1% от начальной максимальной цены, но не более 50 тысяч. В основном, если аукцион у нас 10 миллионов, получается хороший штраф. Также нарушение требований к проекту контракта. Это очень больной вопрос у всех заказчиков. Проект контракта в основном всегда или не указана ответственность, или сроки выполнения работ, или сроки оплаты. И все участники жалуются на проект контракта. Но даже если мы ранее выдали предписание одному заказчику, этот же заказчик делает аналогичную ошибку и размещает. Это тоже очень интересный вопрос, почему заказчик не смотрит свой проект контракта в соответствии с предписанием, если он размещает его повторно. Нарушение требований к документации. Некоторые заказчики также к участникам ставят необоснованные требования. Если даже нет необходимости в соответствии с законом 31 статьей ставить требования, если даже не нужна лицензия, они ставят эту лицензию, потом отклоняют то, что во вторых частях дадут лицензию. Или там ставят, что необходима декларация, приложить декларацию, что он не является офшорной компанией. Тоже нельзя такие требования ставить к участникам, так как закон говорит, что
Просто заказчик указывает, что организация должна являться офшорной организацией. При поступлении заявки уполномоченный орган или заказчик смотрит, где зарегистрирован. Если он не является, они его допускают. Если он является зарегистрирован на офшорной территории, то они его отклоняют и ставят основания. Но декларировать участник не должен. Нарушение порядка приема котировочных заявок и скрытия. Вот у нас была такая жалоба, что заказчику пришел 9:00 его окончание, и пришел участник и говорит: я хотел подать заявку. Тот у него не принимает заявку, но в соответствии с законом до скрытия конвертов с заявками, если есть участник, он должен сначала спросить, есть ли заявки, если их нет, то он скрывает. Если они есть, он должен принять, несмотря на то, что окончание не окончание. Закон для участников сделал такую поблажку. Из того, что было окончание срока подачи заявки, у нас заказчик отказал ему, но когда поступила жалоба, мы дали предписание, чтобы заказчик принял эту заявку и рассмотрел в соответствии с законодательством. А он после 9 пришел? Да. Заявки не будет ставить. Понятно. Но там это требование именно к запросу котировок законодательно предусмотрел такие условия для участников. Потом у нас очень много нарушений именно по поставке лекарственных средств. Устанавливают требования постановления правительства номер 102, указан перечень лекарственных препаратов, которые необходимо разбивать по лотам. Но в основном заказчики всегда объединяют их, размещают в одном аукционе, и, соответственно, когда приходит жалоба, мы выдаем предписание, что именно вот эти препараты необходимо проводить по отдельности аукционы и размещать по отдельности. И выдаем предписание, чтобы они как бы их разбивали на лоты. Правила описания перед закупки я уже ранее сказал. Какие наши нарушения по плановым проверкам? По плановым проверкам у нас тоже очень много нарушений касательно реестра контрактов и отчетов. Практически заказчики или нарушают сроки, или не вносят информацию вообще. Там хотел бы отметить, что за исполнение, за размещение информации об исполнении контракта и за размещение информации за заключение, это получается по 20 тысяч, 40 тысяч. Плюс отчет 50 тысяч. 90 тысяч за один контракт может получить ответственное лицо, которое не размещает контракт. И вы, наверное, в курсе, сколько у вас контрактов. Если даже это 10 контрактов, получается у вас 900 тысяч штрафов. Так что тоже обратите внимание на это. У нас еще вот законодательство, которое компетентно ФАС России, это 223, не знаю, у кого-то есть, кто занимается 223, это именно законодательство, которое принято для отдельных юридических лиц. Это у нас получается организация, у которых более 51% уставного капитала если государства, также субъекты естественной монополии, и у нас это, если ГБУ, они то, что они зарабатывают, они могут тоже использовать через 223 закон. Но вот интересный момент, к нам поступила информация, что у нас одно министерство расходует бюджетные средства, указал, но хотел бы уточнить, что по 223 это рамочный закон, но при этом там указывается, что есть статья 4, пункт 15, где указывается, что если более 100 тысяч заключается договор, то необходимо размещать на сайте. И если выручка превышает 5 миллиардов, то они могут заключать на 500 тысяч. Но
Но у нас таких нету, и мы смотрим по 100-тысячникам. У нас есть министерство, вот к нам поступила информация прокуратуры, что они разработали свое положение в соответствии с 223 и указали, что могут заключать до 3 миллионов. И они там заключили более 10 контрактов, 2 900, 2 700, и считают, что это правильно. Мы сейчас проводим проверку. Единственный поставщик, что ли? Да. Ну, там же в соответствии с 23 законом разрабатывается положение самим заказчиком. Там указывается, какие процедуры он будет проводить и как он будет проводить. Это очень интересный закон, но ФАС пытается подогнать под 44-й, чтобы процедуры были аналогичны. Потому что у нас вот в России есть такая практика, что даже не то, что в России, у нас в Ингушетии было жалоба в отношении Роснефти, и когда мы изучили положение, там написано, даже после того, как у нас объявлен победитель, без объяснения причин победителю, заказчик может отказаться от заключения контракта. И это на самом деле по закону считается нормально, есть такая практика по всей Это России. если запрос цен. А? Это если запрос цен, так же? Это получается, как он пропишет в своем положении, и там вот Роснефть у нас было дело в отношении, ну там жалоба поступила, и они тоже проводили запрос цен. То же самое, вот они на охрану проводили, потом они указали начальную максимальную цену контракта, мы дали предписание, вроде предписание исполнили, но в то же время были не согласны, что в соответствии с положением они это делать должны. Очень интересный закон, и я думаю, в случае выявления нарушения положения, ограничения конкуренции, то антимонопольный орган вправе реагировать на такие нарушения. Вот, по специализации, это специализация на Ингушского ФАС России, при газовом ФАС России возложена обязанности именно по 15 статье, и вот у нас в настоящий момент Ингушского ФАС России уровень экспертный, мы можем давать разъяснения и по 15 статье территориальным органам. Если к нам поступает запрос от территориального органа ФАС России, именно касательно 15 статьи, мы можем там дать разъяснения. Это в соответствии с приказом ФАС России. И мы в этом году провели работу именно по 15 статье и внесение изменения в данную статью. Вот, как я ранее сказал, именно после вступления в силу 4-го антимонопольного пакета мы не можем возбуждать дела по 15 статье. Мы сначала должны выдать предупреждение. Получается так, что мы выдаем предупреждение, нам орган исполнительной власти и также орган местного управления направляет письмо, что в связи с тем, что там контракт исполнен, или там вот это действие, если возьмем договор там, аренды, если они в июне вот этот, выдали договор до декабря, мы выявили на следующем году, то уже срок нарушения истек. И антимонопольный орган разъяснение ФАС указывает на то, что мы уже не можем давать предупреждение. В связи с этим, из-за того, что нарушитель уходит от ответственности, мы в центральный аппарат направили письмо о внесении изменений в статью 39.1, в котором указано, что в каких случаях выдается предупреждение. И мы указали, что в случае, если нарушение уже истек срок нарушения, то дать возможность антимонопольному органу, не вызывая предупреждение, сразу возбудить дело, так как нарушение уже состоялось. Не знаю, там центральный аппарат будет вносить изменения, не будет, но пока ответ нам направили. У нас вот мы также подготовили вот, по 18.1 есть и статья 18.1 Федерального закона о защите конкуренции, презентацию к
какие полномочия антимонопольного органа. Вот, 18.1. Нарушение процедур торгов и порядка заключения договоров, нарушение порядка осуществления процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур и сферах строительства. Вот, у нас кроме 44-го, 223-го еще есть торги. Это отбор управляющей компании, передача земельного участка в аренду, есть по банкротству процедуры. Вот все эти процедуры можно обжаловать по 18.1 антимонопольный орган до истечения 10 дней после подведения итогов. А так, если сроки не истекли, можно подать жалобу. Но своим правом как-то вот у нас в этом году поступило там 3 жалобы, и я думаю, никому или не интересны эти торги, или у нас очень мало кто участвует, наверное, в торгах по аренде земельных участков, которые проводят органы исполнительной власти и органы, это Министерство имущества и органы местного управления. У нас действие, бездействие юридического лица, организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия. При организации проведения торгов, заключения договора по результатам торговли, в случае, если торги проведения, которые являются обязательным, в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися. При организации проведения закупок в соответствии с федеральным законом 223. Вот ранее, то, что я говорил, если какой-то организатор торгов проводит закупку по 223, по 18.1 можно обжаловать антимонопольный орган. Но у нас иногда вот, по незнанию участник подает жалобу по 44-му законодательству, и нам приходится его из-за несоответствия возвращать обратно. Указывает то, что ваша жалоба не соответствует, и необходимо обращаться в соответствии с статьей 18.1. Какие акты обжалуются и действия? При осуществлении в отношении юридических лиц индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектом градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур сферы строительства, градостроительного кодекса, нарушение установленных сроков осуществления процедуры, включенные в исчерпывающий перечень процедур, соответствующих сфере строительства, предъявление требований осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур, соответствующих сфере строительства. Действия, осуществляющиеся эксплуатацию сетей. Незаконный отказ в приеме документов заявлений. Это вот в случае, если распределительная организация или сетевая организация отказывается в приеме документов по выдаче тех условий, технологического присоединения, то именно по этой статье можно его обжаловать. Но, наверное, вот у нас в этом году ни одной жалобы на энергетику и на газоснабжение к нам не поступало. Я думаю, нарушения со стороны энергетики и газоснабжения, если даже есть, то или по незнанию, может, не обращаются. Технологическое присоединение у нас стоит очень такой вопрос. Вроде у нас вот сегодня все по докладу. Если у вас вопросы есть. Хотел также уточнить, что в этом году у нас прекращено 12 дел по 4.1.1. Это в отношении субъекта среднего малого предпринимательства, именно по амнистии, которая у нас объявлена в сфере экономики. Это получается за первое нарушение, за исключением нарушений там злоупотребления дальнейшего положения, сговор и недобросовестной конкуренции, все остальные статьи в отношении субъектов среднего малого предпринимательства, если на сайте сначала проверяем, если они действительно являются, то первое